Доброе утро, Якутия! Мы начинаем новый день. Вместе с вами я, Вероника Тамтосова. И давайте узнаем, что мы сегодня увидим в рубрике «День акварели». Сегодня дадим несколько полезных советов, как сделать свою акварель самой красивой, яркой, получить истинное удовольствие от изобразительного искусства и от того, что его сотворили именно вы. Также мы расскажем о том, что в Алдане чудесный коллектив у нас, точнее не коллектив, а даже общество по интересу. У нас там коллекционеры. В Аймяконском районе зажглись новые звезды на фестивале, это тоже безумно интересно. Мы, как всегда, расскажем, какие сегодня важные даты и что сегодня интересно. Конечно, обязательно проинформируем, какая сегодня погода, ну а также спешим порадовать. Сегодня у нас будет конкурс. Вы можете стать обладателями 2 замечательных билетов в кинотеатр «Центральный». Что для этого нужно сделать? Все очень просто. Вам нужно будет правильно ответить на вопрос, который прозвучит сразу после прогноза погоды. Но обязательное условие: вы должны быть подписаны на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Там последние новости, хорошее настроение и, конечно, заряд позитива каждый день. Поэтому подписывайтесь обязательно. На экране вы видите QR-код, наводите свой смартфон, переходите по ссылке и становитесь нашим подписчиком. И у вас появляется шанс стать обладателем замечательных билетов в кино. Кстати, в нашей постоянной рубрике мы еще расскажем, какие фильмы стоит посмотреть в эти выходные. Ну, а прямо сейчас о погоде. Сейчас у нас прохладно. В центральных районах 30-32 градуса ниже 0. В заречной группе минус 29, минус 35. В южных холодно, 25-27 градусов ниже 0. В Вилюйской группе 30-35 градусов холода. В Нижнеленских минус 32, минус 35. В западных 23-31 градус ниже 0. В Колыма-Индигирской группе улусов 17-40 ниже 0. В Янских минус 37, минус 40 градусов. На северо-западе 23-33 градуса холода. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 30 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер западно-юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер западный 2,7 метров в секунду. Будет очень прохладно. Температура воздуха в Якутске составит минус 27, минус 29 градусов. Как я уже говорила, вы сможете стать счастливыми обладателями билетов в кинотеатр «Центральный». Что для этого нужно сделать? Напоминаю, нужно быть подписчиком нашего телеграм-канала. Если вы этого еще не сделали, спешите, наведите свой смартфон на экран, вы видите QR-код, переходите по ссылке, становитесь подписчиком, и у вас есть все шансы выиграть, если вы правильно ответите на следующий вопрос. В июле 1938 года Якутск посетил известный авиатор, пионер самолетостроения, один из самых богатых людей своего времени. А в 2004 году в честь него был снят биографический фильм. Как его звали и как называется фильм? Вот эти ответы на вопросы вы должны прислать в наш телеграм-канал. Ну, мы вопросы уже продублировали в наш телеграм-канал, поэтому переходите по ссылке, смотрите, подписывайтесь, ждем правильные ответы. Ну а прямо сейчас делимся последними новостями. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей. Авиакомпания «Аэрофлот» на период предпраздничных дней и новогодних каникул ввела 42 дополнительных рейса из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. В дополнение к действующему сезонному расписанию с 25 декабря этого года по 8 января следующего авиакомпания добавила 7 дополнительных рейсов во Владивосток, 14 в Хабаровск, 11 в Южно-Сахалинск, 8 в Петропавловск-Камчатский, 2 в Магадан. Около 5500 автобусов, электробусов и трамваев получат российские регионы в этом году в рамках механизмов поддержки. Еще 3000 автобусов должны поставить в первом квартале следующего года только за счет специальных казначейских кредитов. На эти цели выделено 50 миллиардов рублей. Кроме того, для обновления парка широко используются механизмы льготного лизинга, привлекаются средства Фонда национального благосостояния, субсидируются проекты по развитию городского наземного электрического транспорта.
Ледостав на реках Якутии наступил от 2 до 15 суток позже обычного. При этом толщина льда на основных реках меньше средних многолетних значений на 5-20 сантиметров. Об этом сообщает ЯУГМС. В этом году на участке реки Лена, Алекминск, Хабарова, на реках Алдан, Вилюй и Амга, а также на реках севера и северо-востока республики ледостав установился на 2-15 суток позже нормы. На реке Лени в пределах Ленского района продолжается шугоход. В Доме правительства обсудили реализацию программ формирования комфортной городской среды и 1000 дворов на Дальнем Востоке. В настоящее время у всех муниципальных образований, участвующих в данной программе, работы завершены. Идет освоение средств и подписание документов для передачи подрядчикам. По программе 1000 дворов утверждены более 60 дворов территорий по всей республике. Также ведут работы на площади Ленина, набережной Романа Дмитриева, на озере Сайсары. Их завершат в следующем году. По набережной Дмитриева уже завершены демонтажные работы, так же как по площади Ленина. По озерам Сайсары работы начнутся уже в весенний период. Контракты все заключены на сегодня. По набережной Дмитриева и Сайсары Кинг-95 у нас. Там заказчик выступает администрация города Якутска. И также по площади Ленина заказчиком является управление архитектуры при главе республики. У нас также заключен контракт с СТ, и работы продолжаются. На сегодня ограждение площади Ленина завершено. И сейчас проводится приобретение материалов, закуп необходимого оборудования. И уже в весенний период мы приступим к работе дальше. В сквере Якутской республиканской клинической больницы торжественно открыли аллею ветеранов. Это мероприятие стало завершающим этапом празднования 180-летия старейшей якутской больницы. На 2 стендах поместили золотые таблички с именами 141 ветерана. В честь юбилея по инициативе главного врача и профсоюзного комитета больницы был учрежден почетный знак ветерана, который торжественно вручался работающим и неработающим ветеранам в течение юбилейного года. Аллею посвятили Николаю Васильеву. Он на протяжении многих лет до текущего года являлся главным врачом республиканской клинической больницы. С 1992 года Николай Николаевич бессменно возглавлял нашу больницу. Всяко было в работе, и трудности, трудные 90-е годы, трудная эпидемия ковида, трудные нехватки оборудования. То есть мы прожили с больницей так же, как и вся Россия наша. Поэтому все тяготы все вместе вынесли, и Николай Николаевич всегда с достоинством возглавлял больницу. Конечно, ветераны – это наш фундамент, наш оплот, на основе которого строится все здравоохранение. Первого бишкекского международного кинофестиваля картина Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» получила специальный приз международной организации тюркской культуры «Тюрксой». Кинофестиваль прошел с 17 по 21 ноября в Бишкеке. Мероприятие было приурочено к 95-летию Чингиза Айтматова. Фестиваль проходил по 2 разным категориям. 10 фильмов соревновались в международном конкурсе и 8 фильмов в национальном конкурсе, включая картину «Не хороните меня без Ивана». В состав жюри конкурсов вошли известные имена мирового кинопроизводства. Это были самые интересные новости на данный момент. Ну и далее тоже у нас интересно. С 3 ноября 2023 года внесудебное банкротство стало еще доступнее. Подробнее о процедуре внесудебного банкротства нам сегодня расскажет юрисконсульт первой категории Виктория Дмитриева. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго утра. Рада вас видеть. Ну, банкротство – это очень актуальная тема сейчас. Расскажите, пожалуйста, внесудебное банкротство физических лиц, что это? Внесудебное банкротство физических лиц – это получается, когда человек не может расплатиться со своими долгами, у него есть возможность в целом инициировать собственное банкротство. Банкротство может быть судебное и внесудебное. Внесудебное банкротство имеет определенные ограничения и определенные условия, и оно производится через МФЦ. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, а какие категории? Ну, то есть, понятно, что там должна быть определенная сумма, да, видимо, нужно подобрать определенные документы. Что нужно знать гражданину, чтобы быть уверенным, что он подходит для внесудебного банкротства? Ну, получается, смотрите, с 3 ноября 2023 года изменилась вилка суммы, с которой можно обратиться за внесудебным банкротством, то есть от 25 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Общая сумма долгов у гражданина может составлять такую сумму.
Далее, получается, расширился перечень лиц, которые могут претендовать на внесудебное банкротство. Если раньше это были только те лица, у которых исполнительное производство уже завершено в связи с отсутствием имущества, да, на которое можно обратить взыскание, то сейчас это, получается, получатели единого пособия, то есть это если единое пособие их основной доход, получатели пенсии, если это их основной доход, да, вот в отношении этих двух категорий должно также соблюдаться еще два условия дополнительных, помимо вот их дохода основного. Это то, что вот не позднее, чем за 1 год до даты обращения с таким заявлением о внесудебном банкротстве исполнительный лист, получается, был предъявлен, но не исполнен или исполнен частично. И также у них нет имущества, на которое можно обратить взыскание. Вот скажите, пожалуйста, а какие документы тогда нужно собрать? Ну, понятно, с исполнительным производством там все просто, да, постановление о возбуждении, постановление о прекращении о том, что нет имущества, да, а вот отсутствие имущества, чем будет подтверждать гражданин? Смотрите, закон, получается, не предъявляет требования к тому, чтобы отсутствие имущества как-то подтверждалось, да, но смотрите, там необходимо условие того, чтобы исполнительное производство было ранее 1 год назад, более 1 года назад возбуждено и не исполнено. Соответственно, если оно не исполняется уже на протяжении как бы более года, соответственно, у должника, стало быть, нет имущества, на которое можно обратить взыскание. И, соответственно, подтверждает основной доход справкой, утвержденной по форме Министерства экономического развития, да, и, соответственно, справкой, которая подтверждает, что вот исполнительный лист был предъявлен более 1 года назад и не исполнен. Ну, также удостоверение о том, что он является пенсионером, да, и удостоверение о том, что он, соответственно, там относится к категории. Это тоже подтверждается справкой, то, что основной доход является именно пенсия. В общем-то, вроде бы все очень просто. А чем такое банкротство выгоднее, чем банкротство в судебном порядке? Смотрите, внесудебное банкротство отличается принципом бесплатности, то есть не взимается госпошлина, не привлекается арбитражный управляющий, то есть его услуги не оплачиваются, и публикация сведений, да, в специальном реестре, она также не оплачивается, то есть все бесплатно проходит. Ну, получается, это экономически выгодно. Да, и также по срокам получается 6 месяцев, то есть строго определено, если все как бы нормально, Ну да, то по 6 сравнению с месяцев. судебным, который может длиться годами, это очень-очень быстро. Ну, очень интересно, а какие последствия у такого банкротства? Какие последствия? Последствия, самое, наверное, основное последствие, оно, кстати, тоже изменилось 3 ноября 2023 года, да, в течение 5 лет, раньше было 10, нельзя будет инициировать собственное банкротство. Это, во-первых. Во-вторых, получается, в течение 5 лет нельзя будет брать займы, кредиты без указания на то, что гражданин инициировал свое банкротство и был признан банкротом. И также имеются ограничения в части управления юридическими лицами, да, в части занятия должностей в юридических лицах, в различных организациях от 3 до 10 лет. То есть зависит от конкретного условия. Ну, то есть, получается, в принципе, те же самые последствия, только сроки сократились. Да, получается так. А можно ли будет взять кредит по истечению 5-летнего срока? Кредит можно будет взять, но необходимо будет указывать на то, что имело место быть банкротство. Ну, там уже на усмотрение, то есть это определенная доля недобросовестности, и, соответственно, банк может отказать. Да, банк может отказать, потому что сведения в ЕФРСБ, то есть в специальном реестре, да, будут все равно храниться, и, соответственно, кредитные организации имеют доступ, как и любые люди. Скажите, пожалуйста, ну а как в МФЦ попасть на консультации к вам? В МФЦ можно, получается, попасть на консультацию путем приема через предварительную запись по живой очереди, и также можно уточниться по пакету документов через региональный центр телефонного обслуживания 8 800 122 16. Ну, в общем, способов много, поэтому, если заинтересуются наши телезрители, думаю, попадут. Спасибо огромное, что пришли. Ну и несколько слов пожеланий нашим телезрителям. Желаю телезрителям, доброго утра, хорошего настроения. И если у вас возникнут какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться в центр «Мои документы», также в том числе по вопросам бесплатной юридической помощи для льготных категорий граждан. Огромное спасибо, хорошего дня. Ну, мы продолжаем сейчас о том, какие сегодня даты и события. Сегодня в Японии отмечают День благодарения труду, День дорожной полиции в Казахстане, День президентов Микронезии и еще много всего интересного в нашей постоянной рубрике.
На календаре 23 ноября. Сегодня отмечают Международный день акварели. По народному календарю Родион и Эраст, Родион – ледолом. В этот день особые приметы связывали с появлением детей. Если на Эраста светило солнце, то про ребенка, родившегося в этот день, говорили, что у него в жизни все будет хорошо, и удача, и сила, и ум. К этому времени на реках устанавливался лед, но он был еще не прочным и мог сломаться под ногами или полозьями саней, поэтому святого Родиона называли ледоломом. Этот день в истории. В 1763 году в этот день Екатерина II учредила в России медицинскую коллегию. В 1831 году в Санкт-Петербурге открылся Румянцевский музей, первый в России частный публичный музей. В 1869 году, 23 ноября, в Шотландии спущен на воду легендарный клипер Кати Сарк, единственный классический чайный клипер, сохранившийся до наших дней. В 1917 году декретом Совнаркома в этот день упразднены сословия и гражданские чины дореволюционной России. В 1923 году Якоб Шик запатентовал первую электробритву. В 1985 году в результате теракта в этот день был взорван Боинг 737 египетской авиакомпании. Из 98 пассажиров выжили 37. В этот день родились Франклин Пирс, 14-й президент США, один из самых критикуемых американских президентов. Анатолий Луначарский, русский советский писатель, искусствовед, нарком просвещения. Николай Носов, советский детский писатель, автор трилогии о Незнайке, сценарист. Владислав Волков, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Именины сегодня у Александра, Алексея, Анны, Бориса, Георгия, Дениса, Ираста, Ефрема, Ивана, Константина, Михаила, Николая, Ольги, Ореста, Петра, Прокопия, Родиона, Серафима и Терентия. Вот такой сегодня удивительный день. И также хочу напомнить, что сегодня отмечают День акварели. А вы знаете, как он появился? Так вот, инициатором этого праздника был Альфредо Гуати Роха, мексиканский художник, известный прежде всего как популяризатор акварельной живописи. В начале своей карьеры Гуати пытался выставить свои акварели в галереях, когда ему везде отказали, аргументируя это тем, что акварельная живопись – это искусство второго сорта. Тогда он задался целью реабилитировать акварель и доказать, что акварельная живопись ничем не хуже, например, масляной и требует не меньше мастерства. И вот в 1964 году Гуати Роха основал Мексиканское общество акварелистов и первый в мире музей акварели. Тогда он и придумал этот замечательный праздник, чтобы акварель стала более популярной. Сейчас акварель признают, ей любуются, и в нашей постоянной рубрике мы расскажем о том, как же сделать свою акварель прекрасной. А рисовать будем не что иное, как радугу. Сегодня мы вам покажем, как нарисовать красивую радугу. Для этого мы берем губку обычную, да, и разрезаем по количеству цвета радуги. В нашем случае 7, да. Так, еще нам нужны листы, акварель и вода в непроливайке. Так, для этого мы берем кисточку и промокаем водички и начинаем красить нашу губку. Если кто не знает, да, какие цвета, то можно всем известную, да, поговорку: каждый охотник желает знать, где сидит фазан, да, то есть каждый, это у нас красный берем, красим, можно так обильно, чтобы, да, хорошенько. Каждый охотник, оранжевый у нас. Это будет очень хорошим занятием с детьми, да, можно их занять очень хорошо такими рисунками. Желает, это у нас желтый цвет, тоже так обильно. Желает знать зеленый. Это будет очень хорошим занятием вместе с детьми. К сожалению, дети сейчас очень долго сидят в телефонах, а тут можно всякими такими оригинальными из подручных средств вещами отвлечь и развлечь ребенка. Где это у нас голубой?
какие голубые. Так. Сидит это у нас синий. Так, синеньким. Ну и последний это у нас фазан фиолетовый. Берем тоже обильно цвет и красим нашу последнюю губку. И наносим рисунок очень аккуратно и красиво. Вот у нас вышла вот такая красивая картина, да? Можно ее так оставить, можно сделать более такие насыщенные цвета, да? Тут можно дорисовать облачки или солнышко, да? То есть это на фантазию вашу с ребенком, да? Чтобы как раз-таки сделать такое занятие очень развивающее, хорошее, и совместное времяпровождение у вас будет всегда веселым. Вот такая яркая радуга у нас получилась. Примите на вооружение, рисуйте сами, рисуйте вместе с детьми, а мы продолжаем. И еще об одной творческой профессии. Итак, лучшие друзья девушек, ну если продолжать по песне, то это бриллианты. О том, кто закрепляет эти чудесные камни, и не только их, в ювелирных изделиях, о ювелирах-закрепщиках, наша следующая история. Моя профессия такая ювелира-закрепщика, да. Сперва делается литье, монтаж, а после монтажа попадает ко мне уже непосредственно уже. И, соответственно, само слово «закрепка» подразумевает, допустим, закрепка камней. Там бывают бриллианты, полудрагоценные, цветные, разные камни бывают. И, соответственно, в мою задачу входит, чтобы камень сидел ровно, четко, красиво, чтобы оно смотрелось на изделие, там, подбирать высоту, глубину, ширину камня. И, допустим, иногда бывает консультирование клиентов, чтобы клиент сам уже увидел, как оно будет на готовом изделии. Ну, то бишь, клиент сам может выбирать, как может сесть камень. Закрепщик должен быть усидчивым, да, внимательным. Усидчивость должна быть, чтобы сидеть долго, допустим. Наша, вообще работа подразумевает сидячий образ жизни, допустим, так сказать, да. Когда ты долго сидишь и работаешь, очень сильно устаешь. И вот усидчивость помогает именно в этом. Ну и внимательным должен быть. Терпеливым, главное. Не торопиться, самое главное, потому что камень, он очень хрупкий. Особенно бриллиант, хотя бы, все думают, что бриллиант очень крепкий, но на самом деле он самый хрупкий, потому что он не выдерживает резких давлений, А цветные камни могут выдерживать такие. Да и цветные камни обычно сажают на мягкий металл, не на золото. И если это золото, то это в основном красный металл, потому что красное золото, он мягче, чем белое. Я люблю, конечно, свою работу, да, потому что каждый день приходишь и что-то новое, работаешь, допустим, драгоценными металлами, с камнями, общение с клиентами, общение с коллегами, допустим. Допустим, каждый день он не бывает одинаковый с ювелирной промышленностью, допустим. Каждый день это что-то новое, допустим. И мне еще очень нравится, когда просто бываю, хожу и смотрю, что именно наша работа, наше изделие находится на прилавках, или уже клиент купил и носит ее с радостью. И самое главное, что люди хотят покупать, и им это нравится. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Начинайте день вместе с нами. Мы продолжаем о творческих профессиях. Даже это не профессия, это увлечение, коллекционирование. Это не просто увлечение, это страсть, это духовная потребность. Каждая вещь для собирателя наполнена своей историей и глубинным смыслом. Ценителем же овладевает самый настоящий азарт, когда он видит уникальный по его разумению предмет. То, что современники порой пренебрежительно считают старьем, рухлядью и вообще ненужными вещами, для коллекционера может быть ценностью, настоящим бриллиантом коллекции. Или станет таковым через много-много лет. Алданский клуб коллекционеров объединил более 20 человек. Их всех связывает прежде всего дружба и интерес к коллекционированию. В гостях у знатоков раритетов побывали наши корреспонденты. Увлеченные собирательством и понимающие толк в раритетах алданцы вновь собрались на встречу клуба коллекционеров, чтобы обменяться новостями, поделиться планами и просто пообщаться. Члены клуба представили друг другу как самые любимые свои вещи, так и последние находки. Получилась настоящая выставка. Так получилось, что у нас в клубе все собирают разные вещи.
все собирают у всех разные темы, поэтому вроде как конкуренции сильно нет, но есть небольшой обмен, то есть между друг с другом. Эдуард Шипачев – профессиональный фотограф, и основной круг его интересов сосредоточен вокруг фотоаппаратов. Впрочем, техника не единственная страсть Эдуарда. В его коллекции имеются самые разные наборы предметов и вещей. А некоторые экспонаты пока даже для владельца остаются загадками. В числе таких редкостей эти марки, выпущенные в республике, которой не было. Совершенно случайно наткнулся на марку. 2 марки. И на них написано, они выпуска 90-х годов, то есть вот это время, когда там парад суверенитетов, там непонятно, что в стране творилось, то ли мы будем жить в большой России, то ли мы располземся по отдельным квартирам. Нашел 2 марки, на них написано «Алданская Нагорная Республика». И здесь тоже написано «Алданская Республика». Что это такое, пока мы еще не можем найти. Алданский клуб образовался 4 года назад, однако частные коллекции были всегда. Прикасаясь к предметам, которые покупали еще мама и бабушка, Татьяна Ивановна Ефимова словно возвращается в детство и юность. Имевшиеся в семье вещи директор детской библиотеки хранила как память, а в последние годы собирает наследие советского времени. Организовав 3 года назад выставку, посвященную минувшей эпохе, автор и познакомилась с коллекционерами Алдана. Я с ними познакомилась в ноябре 2020 года, когда у нас в библиотеке была открыта выставка «Путешествие в СССР». Вот именно эти ребята были первыми посетителями, очень активными вот этой выставки. Ну, вот с тех пор мы так очень активно, творчески дружим. Память о советской эпохе является главной вдохновляющей идеей и для Сергея Феофилова. Не коллекционер, а собиратель, так мужчина говорит о себе. Сергей стремится сохранить у себя то, что ему нравится. Началось вообще до безумия просто. Началось с вымпела. Просто делал подключение в гараже и из отдушины. Надо было открыть отдушину. Ковыряю, мешки, вытаскиваю вымпел. Блин, старый, советский. Хозяин спрашивает: ты знал о нем? Нет. Я говорю, то есть? Ну, я, говорит, гараж откупил 20 лет назад, и, говорит, ни разу в эту вытяжку не лазил. Ну, достали в итоге. Такой вымпел был замечательный. Повесил его. Потом увидел второй у человека в гараже, начал его клянчить. Ну, пускай 2 будет. С тех пор, как всемирная паутина вошла в нашу жизнь, для собирателей возможности получения экспонатов и приобретения раритетов расширились. Впрочем, традиционные пути поиска при этом не стали менее эффективными. Это интернет, как у всех. Гаражи, заброшки. Кому-то пришел в гости, увидел что-то старое. Начинаешь клянчить. Вот есть люди, которых я знаю как бы не очень хорошо, но к ним в гараж заходя, я дрожь испытываю. Там стоят такие вещи, там стоит Ява старая, 350-я, которая ездит, все, но человек ее не хочет продавать, как бы я ни крутил. Понимая нематериальную ценность той или иной вещи, коллекционеры невольно выполняют исторически значимую миссию. Благодаря их увлеченности и неравнодушию сегодня сохранено бесчисленное множество редкостей. Люди выбрасывают, люди не следят, их это неинтересно, они даже не могут отдать их в музей там, или отдать кому-то коллекционерам. И поэтому очень многие вещи были просто спасены. Алданский клуб коллекционеров объединяет чуть более 20 человек. На самом деле, убеждены члены клуба, людей, увлекающихся и способных испытывать трепет от прикосновения к какой-либо вещи, намного больше. Алданский клуб коллекционеров открыт всем, для кого собирать означает жить. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Вот такие удивительные сокровища у нас хранятся у алданских коллекционеров. Теперь вы знаете, куда нести старые, но очень интересные вещи. Можно поделиться ими с коллекционерами или передать в музей. А ни в коем случае не выкидывать. Вообще сокровища всегда будоражат людей. В последние годы часто появляются сообщения о находках кораблей, затонувших сотни, а иногда и тысячи лет назад. В основном такие находки делаются в акваториях теплых морей. Между тем и в наших водах, в частности полярных, немало затонувших судов. Причем некоторые из них оставили заметный след в истории географических открытий и кораблестроения. Прошу прощения. К числу таких судов относится дубль-шлюпка «Якутск», входившая в состав одного из отрядов экспедиции капитан-командора Витуса Беринга. И сегодня в нашем эфире об истории этого корабля расскажет Александр Лобанов, директор Русского драматического театра. Это дубль-шлюп «Якутск», точнее его модель. Эти 2 корабля, а именно 2, потому что был Якутск и Иркутск, в свое время были заложены
здесь же, в Якутске, во второй четверти XVIII века. Они самые настоящие участники большой великой северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. Что это такое? Ну, прежде всего, конечно же, это участник нашего уже с 11-летней выдержкой, можно и так сказать, спектакля «Созвездие Марии». Автором пьесы, которой является Владимир Федоров, поставил этот спектакль к юбилейным дням Якутии, проводимых в Москве, Андрей Исаевич Борисов. Премьера состоялась в гостином дворе. В нашем краеведческом музее имени Ярославского, да, на самом деле находится, скажем так, приближенная по размерам модель дюбль-шлюпа. Эта модель уже полномасштабная делалась для съемок фильма. Первые, ну, к сожалению, вот название оно поменялось, «Созвездие Марии», оно как бы идет рабочее, первоначальное. Масштаб вот этого вот человеческого вот, мужества, да, героев, тех, которые в суровых условиях погодных здесь, в Якутии и на севере, в Арктике фактически, исследовали и находили, вот, рисовали те самые карты, находили проливы, рисовали острова, доселе которые были неизвестны, имя которых, кстати, появилось только уже благодаря этой экспедиции. В экспедиции участвовало порядка 5000 человек общей сложности. То, что касается кают, очень низкие потолки, то есть буквально там какие-то такие норки были, где размещались гардемарины. По длине это порядка 24 метров, ширина порядка 6 всего. Ну и вот на такой вот маленькой посудине во льдах, в суровых условиях. Сам корпус корабля, он реально сделан из дерева, то есть и по технологии именно начала 18 века, как и собирались корабли, как и готовились, как срубались. Дерево, там, бревен там каких-то, это на севере этого ничего нет. Это в лучшем случае, это вот плавник, так называемый. Что такое плавник? Да? Это вот те самые, вот, то дерево, которое вот рекой приносилось, на берег выбрасывалось. За счет него, то есть это, ну, они согревали себя, какие-то избушки делали и так далее. Но опять же, даже вот это вот зимовье, которое делалось, да, часть вкапывалась, ну, типа землянки делалось, а обустройство было вот опять же из тех же кораблей, их просто разбирали. Как-то укрывались, утеплялись и все. И потом из этих же останков, вот в итоге, вот, то, что касается Святого Петра, был изготовлен корабль, они уже на нем возвращались. Не так много оставалось в экспедиции именно людей, потому что было очень много кто уходил из жизни очень рано. Были и болезни, и цинга была, и все. И, конечно, она тянула уже за собой и холод, все это. То есть самые-самые стойкие, буквально их единицы, кто остались живых в этой экспедиции. Но, тем не менее, это наша история, это именно та история, которая рассказывает наш спектакль «Созвездие Марии». И, в принципе, имя Челюшкина, прочего, Лосиниуса, Шпанберга, Беринга мы постарались как-то увековечить. Я надеюсь, что еще долгое время он будет у нас в репертуаре. Удивительная история, узнали много всего интересного, а далее наш эфир продолжает наша благотворительная рубрика «Пусть мама придет». И сегодня здесь мы вас познакомим с Эрханом. Доброжелательный, скромный и открытый Эрхан в свои 12 лет строит серьезные планы на будущее и мечтает стать великим музыкантом. Знакомьтесь, Эрхан. Так сложилась судьба, что он находится в учреждении для детей-сирот. Всем привет, меня зовут Эрхан, мне 12 лет. Я учусь на 4 и 5, ну и есть чуть-чуть там 3. Мой любимый предмет — это физра, еще литература, еще русский язык. Я хожу на кружок СЛЭК, и еще мы там делаем теремок, девчонки будут делать на Новый год снеговики, а мы, мальчики, будем делать домики. Еще я хожу в тусту, еще я на стрельбу, еще на музыку хожу. Когда ты вырастешь, ты кем станешь? Кем? Ну, музыкантом. Чтобы стать музыкантом, Эрхан занимается в музыкальной студией, учится играть на барабанах.
Эрхан – добрый, скромный и отзывчивый мальчик. Ему очень нужна семья. Далее блок новостей. Россия и Пакистан ведут работу над запуском прямых рейсов между странами. Об этом заявил новый посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали. Обе стороны поддерживают связь друг с другом и прорабатывают условия прямых рейсов. Контакты между людьми двух стран очень важны, сказал он. Посол подчеркнул, что решение проблемы с прямыми рейсами является экономической стороной вопроса. Авиалинии должны понимать, насколько маршрут прибылен. Коридоры новых тарифов на электроэнергию для жителей разных регионов на следующий год рассчитала Федеральная антимонопольная служба. Минимальные и максимальные уровни должны учитываться региональными властями при окончательном определении размера платы. Предполагается, что плата за электроэнергию, как и за другие коммунальные услуги, поднимется с июля следующего года. Дороже всего электроэнергия во втором полугодии может стоить на Чукотке. Максимальная ставка – 10 рублей 56 копеек за киловатт-час. Чуть отстает Якутия с максимальным тарифом 8 рублей 58 копеек. Вопрос подключения жилого сектора микрорайона Рабочий в селе Томтор к отоплению поднимался несколько лет. Аймиконский филиал компании «Теплоэнергосервис» просчитал центр тепловых нагрузок. Было принято решение о строительстве новой модульной котельной и тепловых сетей. При строительстве тепловых сетей, а это 7,5 километров трубопровода, были учтены все условия и пожелания хозяев домов. Теплосети имеют хорошую изоляцию, все оборудование котельной российского производства. Новую котельную построили. Только переулок Рабочий, вот где Эбахая, там не было у нас отопления, как уже 10-15 лет. Вот 15 лет ждали, сейчас очень тепло, хорошо, печку не топим, очень хорошо. Более-менее нам легче стало. Старики, инвалиды у нас, и пенсионеры, там, и многодетные. У нас все переулки рабочие живут. Через 100 дней в России откроется Всемирный фестиваль молодежи. Президент России Владимир Путин заявил, что на участие в фестивале получено уже более 250 тысяч заявок из 183 государств. Также российский лидер выразил надежду, что гости фестиваля смогут узнать Россию такой, какая она есть, с разнообразием, талантливыми и целеустремленными людьми, которые готовы решать самые сложные задачи в интересах Родины. При этом Путин выразил уверенность в том, что Всемирный фестиваль молодежи станет важным шагом на пути формирования справедливого мира и консолидирует молодежь в поисках решений, которые нужны современному мироустройству. 26-27 ноября в столице Республики Беларусь состоится 52-й по счету международный турнир Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. В Минском дворце спорта соберутся титулованные спортсмены вольного стиля из разных стран, а также из Республики Саха-Якутия. В заявке сборной команды Якутии на международный турнир 18 борцов. Кроме того, в составе сборной Белоруссии в ранге хозяев ковра за награды будут бороться два якутских легионера – Андрей Бекренев и Нюргун Скрябин. Сборная команда кикбоксеров готовится к главному старту этого года – чемпионату России. Соревнования пройдут в Перми с 27 ноября по 2 декабря. Якутские спортсмены будут представлены в 10 весовых категориях в разделах лоу-кик и К1. В этом году чемпионат страны объединил все 6 разделов этого вида спорта. Спортсмены прошли все этапы подготовки в летнем лагере Манитах и в Центре спортивной подготовки «Триумф». Среди участников предстоящего чемпионата в составе сборной команды Якутии медали будут оспаривать лидеры Вадим Колтовской, трехкратный чемпион России. Также на ринг выйдут двукратный чемпион страны Михаил Иванов, чемпион России Тимофей Сивцев. Наряду с опытными спортсменами свои возможности опробуют и молодые кикбоксеры. Здесь побеждал на Дальнем Востоке по юности, также побеждал много по республике, по боксу, по кикбоксингу, по тайскому боксу, по ушу. Много почему выступали. С земляками встречался, с тренерами Чеченской Республики. Они говорят, что
только из Чеченской Республики 5 человек на мой вес. И получается со всех регионов, со всех городов очень много, наверное, будет. Большая конкуренция. Стараюсь много не думать. Стараюсь просто выйти, побоксировать и все. Ловлю кайф от этого, от всего этого адреналина. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Как всегда, у нас самые замечательные новости, очень бодрят и небольшой анонс. Уже в эти выходные состоится открытие декады Олонхо, а именно 25 ноября в Доме дружбы народов имени Кулаковского покажут театрализованное представление «Метаморфозы эпоса Олонхо». А сегодня, в преддверии этого дня, алхасутам, запевалам Осохуя, кузнецам и народным мастерам вручат сертификаты о назначении стипендии главы Якутии. И сегодня у нас в гостях человек, который пропагандирует эпос в массы, рассказывает им другим народам. Много всего интересного делать. Сейчас мы узнаем подробнее. Селена Жуковская. Селена, здравствуйте. Доброе утро. Очень приятно, что вы посетили нас. Скажите, пожалуйста, вот с чего началась ваша история продвижения Олонхо, чтобы познакомить не только жителей нашей республики, но и представителей других национальностей? Вообще, путь к миру Олонхо у меня начался с интереса к истории своего рода. Мне захотелось узнать больше про прошлое своей семьи. И там я обнаружила, что и в Олонхо я тоже могу найти нужные ответы на свои вопросы. Вообще, Олонхо в своей жизни я сравниваю с корнями дерева. Если представить нашу жизнь как дерево, то Олонхо — это одна из таких сильных корней. И чем сильнее корни у нашего дерева, тем лучше мы можем выстоять во внешнем мире, независимо от того, что происходит. Олонхо — это еще и про культурный код, про традиции, это история нашего народа, которую очень важно знать. И так как с годами как будто бы оно забывается, немножко отходит на второй план, появилось желание его продвигать. Это очень замечательно. Если мы не знаем своего прошлого, своих корней, мы не можем строить будущее. И такое символичное сравнение с деревом, мне кажется, очень правильно. Скажите, пожалуйста, а насколько сейчас возрос интерес к эпосу? Прошу прощения. Сейчас наблюдается рост этого интереса. Вообще в мировом тренде есть большой интерес к своим корням, своей культуре у всех народов, независимо от страны проживания. Но в Якутии и в России это выделено очень ярко за счет деятельности и общественных просветителей, и организаций, которые активно это поддерживают. Мы знаем, что строится большой Олонхо-ленд, и мы в своем сообществе Олонхо-фест тоже проводим мероприятия, которые раскрывают ценность Олонхо через современные инструменты, то есть через музыку, через какие-то художественные произведения искусства и через мастеров. Расскажите, пожалуйста, подробнее о Олонхо-фесте, что он включает, какие мероприятия проводятся, как меняется, это же ежегодное уже практически мероприятие, как от года к году меняется состав участников, состав зрителей. Самое интересное, что первый Олонхо-фест был проведен не в Якутске, он был проведен в Москве на Воробьевых горах и собрал около 300 человек в 2019 году, если мне не изменяет память. Это точно было до пандемии. Силами общественных активистов было привлечено такое количество людей на незнакомую тему, казалось бы, на Олонхо, еще и в Москве, где очень большое скопление разных народов и национальностей. Прошло прекрасно, и это стало первым шагом к тому, чтобы дальше просвещать на тему того, какие у нас есть культурные вот эти традиции и вообще традиции Олонхо. С тех пор Олонхо-фест, он провелся в этом году 3-й раз. В первый год он собрал около 250 гостей и был проведен в местности Ортодойду, вдали немножко от города. В тот год было очень непростые условия и в стране, и в целом. То есть и были лесные пожары очень сильные, и пандемия нас немного подкосила. Ну, главное, что вам это не помешало. Да, мы, тем не менее, выстояли и смогли провести первый Олонхо-фест, собрать неравнодушных людей. Самое классное, что были молодые люди, которые были увлечены темой своей культуры. И вот через этномузыку также мы смогли привлечь к этому внимание. Второй Олонхо-фест уже собрал около 400 гостей, и мы пригласили туда международного исполнителя Ижевский, прошу прощения, который проникся идеей, культурой, темой Олонхо и с удовольствием выступил на мероприятии в парке Юрдель, как раз это было. И уже туда включили мастер-классы, какие-то творческие мероприятия и привлекли еще больше людей, получается. Но можно сказать, что от года к году фестиваль растет, это очень радует, то есть интерес к эпосу, интерес к культуре возрастает. Но самое такое значимое вот для вас событие, связанное с Олонхо, может какое-то мероприятие, может какой-то гость, который вот проникся вашей идеей, что из других национальностей, это вот что-то такое. Расскажите, пожалуйста, поделитесь.
Тут обычно такое количество мероприятий, которые как мелкие детали мозаики складываются в единую картину. Мне сложно выделить что-то одно. Но вот самый первый Олонхо-фест, который выстоял, несмотря на все сложные условия, несмотря на лесные пожары, смог, пандемию, различные опасения, недопонимания, возможно, аудитории, что за мероприятие. После того, как были запрещены массовые мероприятия, он запомнился мне больше всего, потому что прям закаляет очень хорошо организация такого мероприятия. И когда видишь результат всех приложенных действий, усилий всей команды, это, конечно, очень радует. Поэтому выделю его прежде всего его, потому что он стал началом большого явления, как фестиваль Олонхо. Ну и несколько слов о том, как начать знакомство с Олонхо. Вот если вот человек впервые вдруг неожиданно об этом услышал, заинтересовался, с чего начать? Прежде всего, в интернете очень много информации на эту тему. Можно начать буквально даже с определения, что такое Олонхо, что туда входит. Например, даже я в свои годы была глубоко уверена, что Олонхо — это только одно произведение у него в Гунвотер стремительный. На самом деле это одно единственное оцифрованное произведение, переведенное на русский язык, а другие произведения просто еще не переведены. И для меня стало большим открытием просто посещение мероприятий, посвященных теме Олонхо. Благо сейчас используется много современных инструментов, туда привлекаются очень много общественных деятелей, проводятся мастер-классы, творческие лекции, где можно познакомиться, найти себе единомышленников и глубже проникнуться этой темой. Ну, спасибо большое, что пришли, очень интересно. Ну и несколько пожеланий нашим телезрителям. Хочу призвать тех, кто смотрит этот прекрасный прямой эфир на эту потрясающую тему Олонхо, начать знакомство с этим миром. Как раз в эти выходные, в 25 ноября, начинается декада, посвященная Олонхо, и будут мероприятия проведены в библиотеке СМАК на 203-м микрорайоне с 11 утра. Творческие мастер-классы, лекции, музыка, маркет — все для вас. Приходите и обогащайтесь культурно. Спасибо большое. Я думаю, многие придут. До новых встреч. До новых встреч. Всем доброго утра, хорошего настроения, а прямо сейчас о том, куда же сходить в выходные, а именно, какие фильмы посмотреть. Киноафиша — все самое интересное. Мистер Сноу, после всего, что вы повидали в этом мире... Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Для чего нужны голодные игры? «Голодные игры» — баллада о змеях и певчих птицах. До того, как стать деспотичным президентом Панема, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой для своего увядающего рода. Некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне 10-х ежегодных голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бейрд, трибута Дистрикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимания Панема, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на все, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто змея. Голодные игры. Баллада о змеях и певчих птицах. Именно то, что мы любим, нас и уничтожает. С днем рождения! Триллер «Костяной домик» повествует о женщине с дочерью и парализованным мужем, которые живут в отдаленном доме. Однажды ночью к ним просятся на ночлег двое незнакомцев. События принимают неожиданный оборот, когда выясняется, что незваные гости подозреваются в совершении тяжких преступлений. А сам дом скрывает в себе еще более страшные тайны. Во что ввязался? Избавься от этого чертова копа. Теперь мы вместе навсегда. Костяной домик. Также в российский прокат выходит фильм ужасов «Бугимен. Начало легенды». Картина основана не совсем на книге Стивена Кинга, но, как написано на постере, вдохновлена работами знаменитого мастера хоррора.
История начинается с классической для таких фильмов завязкой. Мать с 3 детьми переезжает в небольшой городок. Происходит это после смерти главы семьи. Вскоре они узнают, что за последние несколько месяцев в городе при загадочных обстоятельствах начали исчезать дети. Теперь, чтобы выжить, маме и ребятам предстоит пройти ужасающий квест на пути к разгадке легенды о Бугимене. Бугимен. Начало легенды. Хорошо, что мы сюда успели. А на семейную аудиторию нацелен мультфильм «Большое маленькое приключение». Просто дождик? Да это же самый настоящий потоп! Для мечтателя Дон Кихота не бывает маленьких приключений, хоть он и не рыцарь, а всего лишь игрушка. Его безграничная фантазия превращает каждую возможность в эпический подвиг. Когда его друзей из кукольного театра похищают, Дон получает шанс стать настоящим героем. Вместе с плюшевым Доги-Догом, ищущим семью, Дон отправляется в невероятное путешествие через весь центральный парк Нью-Йорка. Теперь необычным товарищам предстоит осознать силу дружбы, отваги и воображения. Мы умрем? Легенды не умирают. Большое маленькое приключение. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Не собрать, если вижу пульс, начинаю миксовать. Вот такая замечательная афиша. Прям самой захотелось посмотреть эти мультики. Настолько они позитивные и яркие. Но прямо сейчас мы подводим итоги нашего конкурса. Напоминаю, что конкурс проходит посредством нашего телеграм-канала «Утро Якутии». Если вы еще не подписались, подписывайтесь обязательно. И тогда у вас тоже будет возможность стать победителем. А сегодня победителем стала Анна. Она дала первый полный ответ. Огромное спасибо всем за участие. Ответов правильных было множество. Но вот в этот раз повезло Анне. Аня, забирайте свои билетики. С удовольствием идите в кино, в кинотеатр «Центральный». Ну, а мы продолжаем. И сейчас немножко о погоде, а точнее о метеозависимости. Магнитную бурю класса G1 несколько дней подряд будут ощущать на себе метеозависимые люди. Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, Института космических исследований РАН, Института солнечной земной физики Сибирского отделения РАН ожидают, что 24 и 25 ноября уровень колебаний магнитной сферы будет соответствовать уровню G1. 23 и 26 ноября уровень магнитной бури ослабнет, но при этом колебания на Солнце все еще сохранятся. Так что будьте внимательны к своему здоровью. Вот эти колебания, конечно, влияют на наше самочувствие, но также мы специально для вас, чтобы вы не чувствовали себя одинокими, провели опрос о смене погоды и ее влиянию на состояние человека. В Мирном снег, в Ленский дождь. Сегодня холодно, вчера тепло. А люди с метеозависимостью негодуют, ведь от резкой смены погоды появляется ряд неприятных симптомов. Жалуются на мигрень, давление и боль в суставах. А как мирницы переносят резкую смену погоды и считают ли они себя метеозависимыми? Давайте узнаем. Скажите, пожалуйста, страдаете ли вы, когда резко изменяется погода на улице? Ну, немножечко есть, конечно, в связи с возрастом, а так вообще ничего, нормально. А как у вас проявляется вообще это? Как? Ну, немножечко голова кружится, немножечко голова болит. У меня, допустим, нога сломанная, то, крутит ногу, тянет на погоду. Бывают такие моменты. Голова болит в основном, настроения нету. А так все хорошо. Тяжело вставать по утрам, тяжело днем работать. Ну и засыпать тоже на самом деле сложно. Не особо, но бывает. Угу. Голова не на месте стоит. Знаете ли, как бороться вообще с этими недугами? Ну, если голова болит, лучше никуда не выходить, дома посидеть, потому что нельзя терпеть головную боль. И принимать таблетку и все. Обезболивающие, какие-то мази. А так, в основном, в принципе, сильными медикаментами стараюсь не пользоваться. Наверное, из-за травм, может, бывших каких-то, или спортом не занимаются, как я. Вы занимаетесь спортом? Конечно. Наверное, поэтому у вас ничего не болит? Да. Это, наверное, больше людей в возрасте, наверное, влияет. Больше, чем на молодых. Неправильный образ жизни бывает, еще влияет очень сильно на это. Стараться надо больше двигаться.
что нужно делать людям, чтобы вот избежать вот таких вот болезней при смене погоды? Поменять место жительства. Покупаю витамины, стараюсь витаминов больше пить. Магний особенно со сном помогает. Надо перебороть себя и что-то делать. И тогда все как бы восстановится. Вот лично у меня так. Пока я двигаюсь, я живу. У меня ничего не болит, когда я двигаюсь. А когда сядешь на одно место, и все. Там болит, тут болит, тут болит. И вообще вот так. А вот исследования ученых Харбинского университета показали, что у людей портится самочувствие не из-за погоды. Это всего лишь внешний фактор, который провоцирует уже существующие расстройства и болезни организма. Как вы чувствуете себя при смене погоды? Пишите в комментарии. Ну а мне хочется дать еще несколько рекомендаций для тех, кто страдает от перемены погоды и от магнитных бурь. Во время магнитной бури рекомендуется чередовать работу и отдых, наладить режим сна и питания, чаще бывать на улице, пить больше воды, делать утреннюю гимнастику и принимать контрастный душ. В общем-то, все рекомендации, которые давали наши гости опроса, были правильными и верными. Напоминаю также, что сегодня нужно быть внимательным в плане погоды. За окном похолодало, температура минус 30 градусов, атмосферное давление 759 мм ртутного столба, днем минус 27, минус 29. Одевайтесь теплее, ну и, конечно, начинайте утро вместе с нами, чтобы оно было по-настоящему добрым и хорошим.